Друзья всем мира! Сегодня речь о Ногайской Орде и ее северной территории – Башкирии. Поехали! В истории Башкортостана и башкирского народа Ногаи оставили заметный след. Ногайский мост в Уфе через реку Белую и Ногайская сторона этой реки, названия селений и урочищ сохранили свидетельство господства Ногайской Орды на Южном Урале. Гегемония Ногаев существовала здесь на протяжении 15-го, третьей четверти 16 веков. Именно она была основным фактором политической истории Башкортостана позднего средневековья, отношений местных племен с южными кочевниками-пришельцами главным содержанием политических событий. Уже в золотоордынское время башкирская лесостепь привлекала номадов, искавших спокойной жизни. Башкирия лежала в стороне от основных маршрутов военных походов и торговых путей и представляла интерес для властей улуса Джучи главным образом как сырьевая база, источник пушнины, меда, воска, кожи и так далее. Уже исходя из особенностей их экономики, кочевого скотоводства, можно догадываться, что привлекала их прежде всего степная зона. Действительно, в одних исторических преданиях утверждается, будто кочевой ареал Ногаев на севере ограничивался реками Уршаком и Демой, в других – Самарой и Кинелью, а в Шижире называют в качестве такового бассейны Сакмары, Яика и Белой. Западной границей Ногайской Башкирии без сомнений являлся Ик. Эта река не просто разделяла Ногаев и башкир. Те и другие с противоположных берегов стреляли друг друга из луков, то есть находились во враждебных отношениях, и башкиры в этой связи не могут считаться ногайскими подданными. По татарскому Шижире, потомков ногайцев Герайт-бея, эти потомки, долго проживали к востоку от Ика и только в конце 17 века перешли на его татарский берег. Экономическая замкнутость и политическая обособленность Ногайской Башкирии приводит к мысли о существовании здесь особого территориального подразделения, удела или наместничества. Первые сведения о внутреннем членении Ногайской Орды относятся к первой половине XVI века и исходят от Гербенштейна. В наше время, пишет он, ногайскими княжествами владели трое братьев, разделившие области поровну между собой. Первый из них, Шидак, владел городом Сарайчаком, другой брат, Кассум, владел всем, что находится между реками Камой, Яиком и Ра, то есть Волгой. Третий из братьев Шихмамай обладал частью Сибирской области и всей окрест лежащей стороной. Область Сибирь, в ней начинается река Яик, которая впадает в Каспийское море. И говорят, эта страна, если где и обитаема, то там правит татарин Ших-Мамай. Цитированный фрагмент сочинения австрийского дипломата уже привлекал внимание историков и интерпретировался ими. Так Газиз Губайдуллин считал, что правитель западного крыла, в данном случае Хаджи Мухаммед Кассум у Гербенштейна, держал в повиновении весь Башкортостан и брал с него ясак. Упоминается о столичном пункте, с которого осуществлялось управление башкирами, который находился в кочевьях Ногаев вдоль реки Эмбы. Можно полагать, что верховное управление Ногайской Башкирии велось из эмбийских кочевий, центра левого крыла Орды, а также, естественно, из Сарайчука. Но в Башкортостане существовали и более мелкие владетели, в том числе и ногайские, которые тоже имели свои ставки. Из материалов различного рода можно получить представление об их расположении, за исключением Уфимского городища. Почти все они расцениваются как резиденции удельных башкирских или ногайских правителей. Безусловным и общепризнанным, сохранившимся в памяти потомков провинциальным центром Ногайской Башкирии является Уфимское городище, старое местное название Именкала. В народном сознании столичная роль Именкалы утвердилась настолько, что эта местность стала трактоваться в преданиях как кочевье главного хана с собирательным именем Ногай. Причем башкирские сказители относили основание здесь ставки ногайского правителя еще до чингизовским временам. Помимо укрепленного поселения на правом берегу реки Уфы, предания называют и другое городище – Актюба под Оренбургом. Историческая память отобразила данное двоецарствие таким образом, что и чертово городище на Уфе, и Актюба принадлежали государям-братьям. Хан Басман кочевал у Сакмарского устья, где и поставил Актюбу, но был вытеснен ногаями на юг. Его брат Тюре обосновался в районе Уфы.
Есть все основания утверждать, что Ногайская Башкирия представляла собой особую провинцию Ногайской Орды с относительно фиксированной территорией, административными центрами, верховными и удельными наместниками. Кто же населял Ногайскую Башкирию? В источниках встречаются три этнонима, обобщенно характеризующих жителей Башкортостана 15-го, середины 17 веков. Это Ногай, Башкир и Истяк. Возникнув в эпоху раннего средневековья на Сырдарье в приаральских степях, слово «истяк» в ходе миграции переместилось на север. Башкирские источники включили в состав истяков племена Ай, Усерган и Тамьян. Со временем группа носителей этого этнонима расширилась и на протяжении нескольких столетий включила в себя еще несколько племен башкир, образовавших, следовательно, ряд этнических напластований. Шажиры объяснили появление истяков как результат раскола нагаев при их исходе из Башкирии, так где стали называться те, что остались здесь во главе с Бием Бурнаком. Притязания ногайских правителей на господство над истяками высказывались неоднократно. Передается, что от прародителей, от Адыгея князя Состяков Ясак изымали по старине, и что при Казанском царе мы владели иштяками, указывается в ревизских сказках. Известно, что нагаи продолжали взимать ясака в первой половине XVI века. В некоторых случаях понятия башкиры и истяки действительно были синонимами. Известно также, что истяками башкиры именовали и казахи. Сам по себе ясак представлял собой вид дани и выплачивался как знак подчиненности Ногайской Орде, как символ подданства и средство перераспределения материальных богатств в пользу мангытской верхушки. В целом можно полагать, что субъектом ясачных выплат являлось башкирское и остякское население. Богатство лесных угодий Башкортостана определяли и ассортимент ясачных платежей. В текстах исследователей таковыми служили лисьи, куни и бобровые меха, а также мед. Хотя достоверных ссылок на это нет, предполагается, что по требованию ногайской знати башкиры должны были выставлять вооруженных воинов для ведения бесконечных междоусобных феодальных войн и организации набегов. По аналогии с другими ногайскими провинциями, Башкирия делилась на улусные кочевья, которыми пользовались ногайские эмирзы более низкого, чем наместник ранга. Земля, непригодная для кочевания, видимо, оставалась лояльными, согласными платить ясак башкирскими родоплеменными вождями-беями. Среди местной знати существовала также категория тарханов, определенная многими авторами в качестве обладателей налоговых льгот и иммунитетов, полученных от казанских, ногайских и сибирских правителей. В сказаниях обозначена также территория, откуда в башкирские земли могли появиться нагаи. Именно из Сибири приходят в чертово городище на Уфу первые ногайские правители. Однако не стоит забывать, что этнополитическое ядро Ногайской Орды находилось отнюдь не в Сибири, а в Западном Казахстане. По одной из башкирских легенд, и эта версия подтверждается дипломатической перепиской, ногайский хан Муса летовал у горы Иремень, в верховьях Яйка и Белой, а зимовал южнее на Яицких притоках. Это согласуется с информацией из посольской книги, а также позволяет датировать появление ногайской аристократии в Башкирии концом 15 века. Мирза, принадлежавший к следующему поколению, сын Мусы Алчагир, находит соответствие в фольклорном персонаже Алтакаре. Этот ногайский Мирза отделился от некоего хана и прикочевал на Эмбу. Оттуда усилившись, он начал нападение на башкирского правителя Басмана, пока не убил его. В той же смуте погиб брат и преемник Басмана Тюря. И Алтакар, Мурза над всеми ногайцами Башкирии, владетелем учинился. Предположительно, здесь описывается событие конца 15-го, первой половины 16 веков, поскольку по легенде преемник Алтакара Акназар был связан родственными связями с шейх Мамаем, реально живший в первой половине 16 века. После Мамая бин Алчагира, перекочевавшего к низовьям Волги, Ногайская Башкирия досталась шейх Мамаю, который направил туда в качестве наместника правителя своего воспитанника и родственника казахского царевича султана Хакназара. В 1538 году Сайдахмет и шейх Мамай, разгромившие казахское ханство, переместили его из Башкирии и поставили ханом над казахами. Вероятно, именно в период наместничества Хакназара окончательно сформировалась система ногайского господства над башкирами.
Налоговый гнет, иерархия МИРС и местной туземной знати, возможно, в те же времена башкиры подверглись усиленной исламизации. В целом жестокие нововведения Хакназара и шейха Мамая в Ногайской Башкирии полностью находились в русле государственных преобразований, предпринятых в Ногайской Орде как раз в 30-е годы XVI века. По смерти Акназара в течение 7 лет правил Исмаил. Когда скончался Исмаил, правил после него Ахмед Гирей, сын Акназара. По взятии Иваном IV Казани он со множеством нагаев откочевал на Кубань. Именно на стадии правления легендарного Ахмед Гирея и завоевания Казани исследователи обычно завершают историю дорусского развития Ногайской Башкирии. По мнению всех историков, а также по информации большинства шежерей из Казани, вскоре после уничтожения Казанского ханства произошел массовый исход нагаев из Башкирии. Однако у историков есть веские доводы, чтобы утверждать, что рецидивы ногайского владычества сказывались здесь на протяжении еще нескольких десятилетий. Но во второй половине XVI века глава Ногайской Орды для взимания ясака вынужден был ежегодно снаряжать военные экспедиции на север. Пост наместника Ногайской Башкирии сохранился в номенклатуре Орды. В частности, упоминается Мирза Динбай бин Исмаил, который с Эмбы направлял к башкирам и иштякам своих данщиков. Русская администрация и в столице, и на местах давно уже пыталась отводить МИРС от всяких поползновений на управление. В 1610 году для Бея Иштерека была заготовлена шортная запись, в которой, кроме прочего, предусматривалось обещание ногайской стороны на башкирцев: не приходите и улусных своих людей не присылайте. Тем не менее, набеги отдельных разрозненных отрядов продолжались до середины 17 века. Ослаблению власти ногайских беев способствовали также политический кризис и экономическая катастрофа, разразившиеся в Орде во второй половине 1550-х годов. О голоде, эпидемиях и падеже скота свидетельствует множество независимых друг от друга источников, в том числе башкирские шежеры. Падение ногайского господства оказалось следствием ослабления державы нагаев и усиления России. Ногайская Башкирия неизбежно становилась ареной столкновения интересов двух государств. Но интересно, что эти столкновения были практически бескровными. Русские в данном случае не пошли по Казанско-Сибирскому пути и не стали на путь прямого завоевания. Вооруженные силы применялись воеводами лишь по отношению к ногайским данщикам. Здесь российские власти действовали быстро и жестко, хотя в принципе не возражали против того, чтобы нагаи продолжали кочевать на Южном Урале. Сборщиков ясака, снаряженных биями и мирзами-наместниками, хватали, вязали и бросали в тюрьмы. Россия прочно утверждалась в Заволжье и на Урале и неуклонно двигалась в Сибирь. Ослабленные раздорами и экономическими неурядицами правители Ногайской Орды не могли воспрепятствовать формированию нового гегемона Евразии. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваше мнение о выпусках «Татарского время». Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Учите историю вместе с нами. С вами был Ренат Хабибуллин. Увидимся на следующей неделе. Ассаламу алейкум, сау булагас. И до новых встреч. Пока.